Вчерашняя стихия застала назрановцев врасплох, да так, что многие просто не успели сберечь все, что можно было от внезапного наводнения. Сильный ливень последовал с градом. Те, кто оказались на дороге, машины старались укрывать на заправках. Только в Назране более 50 домов оказались под угрозой затопления. Основной удар стихии пришелся на домовладение по улице Хаутеева. Визуально. Вот, пожалуйста, вот посюда была вода. Вон, видите, там тоже какой уровень был вода. Вот. Подвалы полностью здесь, подвалы, все залито. И сейчас со вчерашнего ночи откачивать насос стоит. Вот вчерашние кадры. Ливни для жителей обернулись настоящей катастрофой. Уровень воды в некоторых местах достигал нескольких метров. Мебель, одежда и бытовая техника вчера буквально плавали в доме Хаутеевых. Хозяин с ужасом вспоминает, что вода поднялась по пояс. Ахмед Хаутеев предполагает, что виной такого потопа стали закрытые коллекторы канализации, которые не позволили уйти сточным водам. Это причина. И вторая причина, что по улице Муталиева идущая вода прямо повернули вот по улице Алибекова, и прямо сюда идет как терек. Вот как терек вот так идет. Сверху вода тоже сюда идет. А нельзя, можно там валик поставить, и эта вода пойдет на Назранку. Никому мешать не будет. Но этого не делает ни администрация, и никто не делает. Никому дела нет. Я вчера куда только не звонил. В МЧС звонил. В водоканал звонил. Никто не... Все. Не знаем, что вы говорите, весь разговор. По заявлению местной администрации, канализационные коллекторы закрыты постоянно. Это делается для того, чтобы очистные сооружения работали планомерно. Для сточных вод они не предназначены. Открыв во время наводнения заслонки, они рисковали вывести из строя очистные сооружения. Это не первый случай потопа улицы Хаутеева. Жители предлагают провести водоотвод в сторону реки Назранки. Сам этот проект, он, конечно, напрашивается, но тут не просто водоотвод на Назранку скинуть. Такого понятия, как скинуть водяные стоки, уличные стоки на речки без очистных сооружений, это неприемлемо. Тут нужен глобальный большой проект по всему городу. За вчерашний день по Назране принято 56 обращений о затоплении подвальных помещений. В частности, это улицы Муталиева, Машхоева и Московская. В нескольких частях города пришлось отключить электричество из-за замыкания трансформаторов. На местах потопа работали сотрудники МЧС. Они просто физически не успевали помочь всем местным жителям из-за объема работ. В службу 112 поступило около 3000 звонков. Звонки, поступающие по отсутствию электропитания, значит, приводят к следующей проблеме. Каналы связи службы 112 забиваются. И в результате этого процесса люди, которые нуждаются в экстренной помощи, а именно, возможно, медицинская помощь, возможно, пожары, возможно, в этот период произошли или происходят дорожно-транспортные происшествия или другие угрозы, люди могут не дозвониться в службу 112. У меня просьба к жителям: при отсутствии электропитания звоните в райэлектросети, чтобы не забивать и, значит, чтобы у нас сбоев в нашей службе не было. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.